Сегодняшний наш гость Якутии Кирсан Николаевич Улимжинов, президент Всемирной Федерации шахмат. Кирсан Николаевич, мы рады вас приветствовать в нашей студии, в гостях у нас. И хотели бы вас попросить, Кирсан Николаевич, вы первый раз приехали на Северный край, Якутию, по приглашению главы республики Егора Афанасьевича Борисова. И где вы успели побывать, что посмотреть, пообщаться с людьми? Ну, во-первых, для меня большая честь, и я с большой благодарностью воспринял приглашение Егора Афанасьевича Борисова, руководства и шахматной федерации Якутии посетить ваш прекрасный край, республику. Давно мечтал побывать в этой самой северной точке, наверное, нашей России. Часто слышал из рассказов Михаила Ефимовича Николаева, тогда мы вместе работали в Совете Федерации, в Госсовете. Ну, так получилось, что во многие страны мира ездил, а в год в среднем я посещаю по 100 странам мира, то есть где-то в 90-100 стран, потому что во Всемирную шахматную федерацию ФИДЕ входит 187 стран мира, но вот в эти дни мне посчастливилось как раз приехать. Ну, всем я впечатлен. Вообще-то к Якутии можно заносить в книгу рекордов Гиннесса по многим-многим показателям, но еще и из учебников географии в школе мы знали, где самая холодная территория, где самая холодная точка, это Аймякон, да? Где температура поднимается, и вернее опускается ниже 70 градусов, и тогда в школе, еще в Калмыкии, я думал, у нас жаркая республика, территория, где летом в тени плюс 40 градусов бывает. Я думал, как же там вот люди живут. И самая большая территория не только в России, но и в мире, вот территория Якутии, это сравнимо с территорией Индии. Тут, можно сказать, вся Западная Европа поместится. Поэтому и по размахам, и по природным ресурсам. Но самое главное, меня интересовали вот люди, как вот в таких вот условиях, когда разница в температурах может достигать свыше 100 градусов, летом тоже жарко здесь бывает, выше 30-40 градусов, и зимой так холодно, как вот в этих условиях не просто выживать, а именно созидать. И в настоящее время Республика Якутия, народы, проживающие на территории Якутии, делают все для того, чтобы этот край процветал. Несмотря на сложные вот экономические, различные вот такие вот условия, которые сейчас сотрясают не только российскую, но и мировую экономику, вот так вот жить, растить своих детей, поднимать республику и быть примером для многих регионов и стран мира, ну, это заслуживает очень большого уважения. И поэтому первые впечатления, которые вот здесь я получил, ну, это, во-первых, размах территории, ну и доброта народа Якутии. Спасибо, Кирсан Николаевич. Вы являетесь гостем международных спортивных игр «Дети Азии». Вы стали свидетелем открытия 6-х международных игр «Дети Азии», 20 лет истории этих игр. И ваши впечатления, вы вчера открыли турнир по шахматам, шахматы включены в программу международных игр «Дети Азии». Ваши впечатления и как наши юные шахматисты начали играть в играх «Дети Азии»? Ну, я хотел в первую очередь, наверное, отметить вот мудрость якутского народа, мудрость руководства, организаторов международных игр Азии, детских игр Азии, «Дети Азии». 20 лет назад, если вот немного вот в экскурс, да, исторический, 1996 год, да, вот только-только становление молодой Российской Федерации, российской государственности, многие кризисы тогда были и политические, и финансовые, и вот несмотря вот на такую ситуацию, на такие условия, руководство Якутии, первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев вдруг решают проводить «Дети Азии». Вот с чего, почему, да, ведь тут много других проблем, надо и дороги строить, и вот экономику поднимать, и в те годы, я помню, ну, во многих регионах не хватало денег на выплату детских пособий, элементарно даже пенсий, заработной платы, и вдруг
проводить вот такое большое спортивное мероприятие. Многие считали где-то это за такое, ну, не то что сумасшествие, а вот нужно там такими текущими делами заниматься. Но именно мудрость руководства Якутии заключается в том, что увидеть вот именно в таком малом большое, и которое будет потом влиять и на духовное, на экономическое, на политическую составляющую общества. И Якутия здесь послужила примером. Это потом другие регионы, Российская Федерация решили проводить большие международные спортивные мероприятия, как зимние Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу. А тогда было не до этого. Но именно думы о подрастающем поколении. Почему? Потому что спорт, он объединяет людей. Спорт, он является послом мира. А дети — это любовь, это красота. И вот соединить детский спорт, именно инвестиции в детский спорт, это вот залог процветания и залог спокойного будущего. Потому что спорт, он не просто вот приехали, посоревновались, дети, спортсмены, а здесь это и пример для всех, это и пропаганда здорового образа жизни. Ну и с другой стороны, когда из многих регионов, других территорий, стран приезжают сюда, это как раз и повод и возможность для привлечения инвестиций в республику и в страну. И поэтому проведение игр «Дети Азии» — это долгосрочная и дальновидные инвестиции в будущее страны и в будущее республики. И вот на протяжении этих 20 лет, когда вчера мы открыли, вот на днях мы открыли 6-е игры «Дети Азии», все цифры показывают, что эти игры действительно уже овладели умами не только от жителей России, да, Якутии, но и многих-многих стран, потому что начиналось оно с малого, всего, вот если вспомнить цифры, 250 в 96-м году, да, всего 257 стран участвовало, сейчас уже около 100 стран и около 3000 участников, спортсменов, и количество стран-участников расширяется, и количество международных спортивных федераций тоже увеличивается. Я благодарен руководству и организационному комитету международных соревнований «Дети Азии», что включены шахматы, что включены интеллектуальные игры. Как древние греки говорили, что такое спорт? Спорт — это сочетание силы и ума. И вот Всемирная шахматная федерация, шахматы как раз и вот украсили эти спортивные игры «Дети Азии». Ну, мы пожелаем нашим юным спортсменам только успехов, чтобы они сдружились, так, Кирсан Николаевич? Ну, спорт — это же всегда, с одной стороны, это соревнование, а с другой стороны, это дружба. Вы посмотрите, как уже к концу соревнований те, которые соперники боролись друг с другом, уже уезжают, обнявшись со слезами на глазах, такие уже друзьями становятся, потому что я тоже проводил вот сотни, тысячи таких вот соревнований, и детских, вот, и взрослых. Ну, в этих соревнованиях люди получают, наверное, вот, дружбу, вот, поддержку, наверное, друг друга. Ну, греки тоже, когда проводили Олимпийские игры, все войны прекращались. Конечно. Кирсан Николаевич, великий шахматист Михаил Таль сказал, что шахматы для каждого свое, для одного это искусство, для других это логика, анализ, наука, для третьих это борьба, риск. А для вас что такое шахмат? Ну, я бы еще добавил словами другого выдающегося гроссмейстера, чемпиона мира Михаила Моисеевича Ботвинника, который тоже говорил, что шахмат — это больше, чем спорт, что шахмат — это сочетание спорта, науки и культуры. И действительно, шахматы — это великое проявление человеческой цивилизации. Вот, я часто задумался, где же все-таки шахматы произошли? Вот место. Раньше говорили Индия, страна шахмат, потом Персия. Когда в Монголии был, президент Монголии показывал мне в музее шахматам, который более 3500 лет. Когда был в Куско, это древняя столица инков, в Перу, там шахматам уже около 5000 лет. И если посмотреть, то шахматы присутствовали на разных континентах.
и в Японии, и в Китае, и в Америке, и в Европе. Шахматы присутствовали у разных народов. Но посмотрите, сколько уже прошло цивилизаций, империй. Да? Вот была Византийская империя, Римская империя, империя Чингисхана. То есть народы приходили и уходили, цивилизации приходили и уходили. А шахматы, они на всех континентах и у всех народов. И действительно, это вот космическая игра, или как вот в Индии ее называли, игра богов. И вот эти черно-белые клетки, 64 клетки. Почему черно-белые? Потому что жизнь наша состоит из как бы противоположностей, да? Черное и белое, black and white, инь и янь, мужчина, женщина, добро и зло. И вот этот закон философии, закон единства и борьбы противоположностей, оно как бы определенный код такой для будущего. И почему 64 клетки, да? Ну, недавно ученые расшифровали, что ДНК состоит из 64 ДНКоидов, да, вот таких вот кирпичиков, а шахматная доска из 64 клеток. Поэтому я отношусь к шахматам, с одной стороны, как, конечно, к древней игре, а с другой стороны, это как послание вот, в будущее, то, что шахматы, они объединяют все народы мира и цивилизации. И шахматы, они позволяют людям как бы все время свои вот мозги, свой интеллектуальный потенциал сохранять вот в норме. Александр Николаевич, вы в 90-е годы у себя в родине, в Калмыкии, создали такую систему, которая позволяет развивать детей, юношей именно через шахмат. И потом вы пришли в руководство Всемирной Федерации шахмат. И вот я хотел бы вас попросить рассказать вообще, вот как идет развитие тенденции шахмат в мире. Вы сказали, что более 187 стран мира поддерживают шахмат, развивается шахмат. Так, 600 миллионов занимается шахматами. И все-таки вот трудные 90-е годы вы начали делать систему именно занятия шахматами. И как оно проявляется в детях, юношах? Примеры, вот, пожалуйста. Ну, к шахматам можно как бы относиться, его можно с двух сторон вот смотреть. С одной стороны, это интеллектуальное занятие для каждого человека и интересное очень времяпрепровождение, да, вот играть в шахматы. С другой стороны, шахматы, я бы сказал, это где-то основа вот, и государственной, социальной политики, то есть это выше, чем партийной политики. Почему вот к шахматам так я отношусь? Ну, этот единственный, наверное, вид деятельности, где тренируют мозги. Да? Вот в свое время Альберт Эйнштейн говорил, что почему человек находит время тренировать мышцы ног, тела, но не тренирует мышцу головы. Единственный способ тренировать мышцу головы — это каждый день играть в шахматы. И ученые заметили, если человек каждый день вот играет, если ребенок начинает играть в шахматы, то у него улучшается память, концентрация, координация как бы движений. И это действительно вот гимнастика для ума, тренировка. И ученые сейчас заметили, и во многих вот больницах мы практикуем, шахмат — это единственный способ вот затормозить развитие болезни Альцгеймера, когда вот уже как бы, ну, в старческом возрасте вот теряется память, вот, острота, то шахматы как раз поддерживают в тонусе. Когда в 1993 году я стал президентом Калмыкии, вот, одним из первых указов я подписал программу и указ о развитии шахмат в школах. Мы в школах вели шахматы сначала на факультативной основе, а затем перевели на обязательное обучение. Почему? Потому что мы заметили, что дети стали лучше учиться, и через несколько лет показатели по успеваемости резко возросли. Успеваемость школьников Калмыкии увеличилась на 40%,
а приводов в комиссии по делам несовершеннолетних резко уменьшилось. Почему? Потому что вот когда вот исследования проводили, потому что вот шахматы, и не только в Калмыкии, мы такие исследования проводили в Бельгии, в Испании, в Сингапуре, в Соединенных Штатах Америки. И многие руководители государств ввели шахматы как обязательный предмет обучения. Ну, для примера, президент Армении Серж Саркисян, который является и президентом шахматной федерации, он ввел шахматы как обязательный предмет обучения 2 раза обучаются шахматам. В Азербайджане президент Азербайджана Ильхам Гейдаров, Ильхам Алиев принял государственную программу развития шахмат, и шахматы также ввели в школы. В Мексике население 120 миллионов, вроде бы не шахматная страна, не шахматная держава, не шахматными традициями. Но когда мы вели пилотный проект, в 10 школах вели шахматы. Через год, когда я приехал в Мексику, да, президент Мексики показал указ, постановление, что с 1 сентября они во всех 200 тысячах школах шахматы вели как обязательный предмет обучения. Почему? Потому что преподаватели и родители заметили, что ребенок, занимающийся шахматами, он становится конкурентоспособным, ну, по отношению к другим. Это с одной стороны. С другой стороны, шахматы — это как социальный лифт. То есть, ну, шахматы — это недорогой вид спорта. Для руководителей республики, государства не нужно строить дорогостоящие стадионы, там плавательные бассейны, объекты, да, ледовые дворцы. Для родителей не нужно тратиться там дорогую экипировку хоккейную или для тенниса, там, для бадминтона не нужно покупать эти дорогие там ракетки, шарики, все. А вот просто из где-то чулана, может быть, из сундука достать вот старые шахматы, которыми играл еще дедушка, разложить, и в шахматы можно играть везде, и на улицах, и в парках, и в самолетах, и в поездах. То есть самый дешевый вид спорта. И, с другой стороны, самый эффективный способ вот для развития общества. И поэтому во многих государствах руководители стран вот, шахматы берут как ну, способ для воспитания подрастающего поколения. Кирсан Николаевич, сегодня в новостях рассказали, что в стенах Бауманского университета в Москве наши ученые очередной раз изобрели искусственный интеллект. И вы, когда побывали в Актемском лицее, смотрели, как наши дети занимаются робототехникой, тоже пытаются, чтобы именно с помощью новых технологий овладеть умами. Так? И шахматисты играют с компьютером, суперкомпьютером. Возможно ли вообще вот выиграть суперкомпьютер? Как вы считаете? Ну, первый как бы эксперимент и первая работа над созданием искусственного разума или машина, которая может играть в шахматы, начал еще эти разработки 60 лет назад Михаил Моисеевич Ботвинник, чемпион мира, доктор технических наук, профессор. Кстати, вот сейчас Госкомстат, он работает на основе формул и тех решений, которые нашел Михаил Ботвинник, чемпион мира по шахматам. Так вот, Михаил Ботвинник, он был автором вот первой такой супермашины или программы, она называлась тогда «Пионер», которая сыграла в шахматы с читателями «Комсомольской правды». Ну и тогда читатели «Комсомольской правды» выиграли эту машину со счетом 2-1, это было еще в 60-х годах. Но потом машина начала совершенствоваться, не машина, а люди, программисты, они сами учились, развивались, ну и, соответственно, учили машину. И игра в шахматы именно и единственный способ проверить развитие, ну, так назовем, электронных мозгов у машины. И вот ученые все вот более становились изобретательнее, увеличивали программу, мощность этой машины. Сейчас в секунду компьютер может рассчитывать более 10 миллионов комбинаций. А вы знаете, что сколько количество ходов? После 5 ходов количество вариантов, количество вот ходов больше, чем звезд в нашей Вселенной.
И поэтому просчитать все эти варианты, конечно, человеческий мозг не может. Но почему до последнего времени человек выигрывал машину? Потому что человек, он может мыслить нестандартно. Вот машина рассчитывает, что, например, ферзь по силе своей больше, чем конь или сильнее, чем пешка, да, и поэтому, когда была жертва, например, ферзя, то машина брала этого ферзя. Сейчас машина не просто начала нестандартно мыслить, но она начала уже чувствовать на основе человеческих вот эмоций. И когда машина начала нестандартно играть, то есть не просчитывать все эти миллиарды и биллионы ходов, то машина начала выигрывать. И ФИДЕ, Всемирная шахматная федерация, мы проводим чемпионаты мира среди вот компьютерных программ. Ну и после того, как была изобретена, ну, наверное, супермашина, она смогла выиграть всех чемпионов. И на сегодняшний день, как президент Международной шахматной федерации, человеческой, да, шахматной федерации, я, к сожалению, могу констатировать, что человеку сейчас не победить машину, это все равно, что с машиной там соревноваться в беге, например, или в прыжках в высоту. То есть человек вот изобрел такого монстра. Тут, наверное, вспоминается вот слова Константина Эдуардовича Циолковского, которого в свое время предупреждал. И вот в своих работах писал, что эволюция и прогресс человечества, и лень человечества может погубить всю цивилизацию. Почему? Потому что мы вот изобретаем, да, все для того, чтобы где-то самому не работать, да, и машина становится все совершеннее и совершеннее. И, наверное, в недалеком будущем настанет тот момент, то время, когда машина может подумать: я и считаю быстрее, чем человек, и быстрее бегаю, и выигрываю в шахматы, и могу делать все то, что не делает человек, то зачем вот на этой планете мне мешает такое биологическое существо, как человек, может быть, уберем его? Кирсан Николаевич, вы в всемирном масштабе занимаетесь развитием программы специально для школ. И с этой целью вот школьная программа шахматная, как вот, например, в Китае развивается или в Мексике. И как у нас вот вы открывали вместе с Владимиром Путиным Центр интеллектуальных игр в Сириусе, тоже оно связано с программой развития шахмат в школе, да? Как вот это у нас в России и в мире развивается, и хотелось бы услышать из уст президента Всемирной Федерации шахмат, как в дальнейшем эта программа будет развиваться. Почему я стал развивать и пропагандировать программу шахматы в школах? У нас ФИДЕ называется Chess in Schools. Для чего? Ну, во-первых, потому что несколько лет назад я поставил задачу такую для ФИДЕ увеличить количество играющих на планете до 1 миллиарда. Сейчас 600 миллионов играет из 7 миллиардов. Я поставил задачу 1 миллиард шахматистов, 1 миллиард думающих людей. Почему именно шахматистов? Посещая многие страны с различными там социальными, политическими укладами, я заметил, что все вот эти вот финансовые кризисы, которые сотрясают наш мир, финансовые, религиозные войны, сейчас в год проходят более 200 вооруженных конфликтов, войн. Из-за чего все это происходит? Вроде бы религии у нас хорошие, и православие, христианство, ислам, буддизм, иудаизм, а все войны происходят. Из-за чего этого? Что нам не хватает золота, не хватает нефти, долларов, рублей, сколько нужно напечатаем, ресурсов. Все вроде бы есть. А почему люди все время воюют и уничтожают друг друга? Ну, наверное, все гениально очень просто, потому что не задумываются о завтрашнем дне, потому что не думают то, что вот Господь Бог Всевышний дал нам разум не для того, чтобы мы каждый день изобретали оружие для убийства друг друга, а Господь Всевышний нам дал разум именно думать, как облегчить нашу жизнь, чтобы эти миллионы, триллионы долларов направить на создание лекарств, борьбы против рака, сахарного диабета и многих-многих других болезней. А человек, как сумасшедший одержимый, он каждый день думает, как убить друг друга.
значит, чего-то не хватает в наших мозгах. И поэтому я подумал, а может быть, через простой вот способ, в шахматах как? First think after that move. Сначала подумай, а потом сделай ход. Так и для политиков, для всех должно быть как? Сначала подумай, а потом прими решение. Сначала подумай, а потом подпиши какое-то постановление, указ или прими закон. И вот чем больше будет таких думающих людей, задумывающихся о завтрашнем дне или о следующем ходе, тем больше, наверное, людей будет, которые вот возрастет эта критическая масса из миллиарда людей, значит, из этого миллиарда людей больше станет политиков, предположим, депутатов, министров, мэров, королей, значит, количество неправильно принятых решений будет геометрически уменьшаться. Поэтому я стал поддерживать шахматы. А как развивать, как увеличивать этот рынок, да, сбыта шахматных идей, как увеличивать количество людей, играющих в шахматы. Вот самый простой способ, значит, вводить шахматы как обязательный предмет обучения в школах и в детских садах. В Китае эту идею 20 лет назад поддержали, не просто поддержали, а развили. Там уже трехступенчатое преподавание шахмат в детских садах с 5 лет начинают, затем школы и затем университеты. Недавно я был в Беларуси, там президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко открыл шахматную академию для детей от 3 до 8 лет. То есть вот мы когда приехал, там 350 детей занимались, я у родителей спрашивал, как. Они говорят, вот дети, когда вместо игрушек шахматные фигурки берут, и вместо вот этих стрелялок, сейчас же кругом компьютерные игры, бестолковые такие, а шахматы, они уже приучают маленького ребенка к концентрации, думать. И поэтому вот во многих регионах я благодарен вот губернаторам, президентам республик, где шахматы вводят. И в Якутии здесь я увидел, что руководство республики, Министерство спорта, Министерство образования, они вводят шахматы как на факультативной основе, открываются шахматные секции. Вот мы подписали с министром образования Якутии тоже программу «Шахматы в школах» между ФИДЕ и Министерством образования. Согласно этой программе ФИДЕ будет оказывать содействие это методическими пособиями, учебниками, проведениями семинаров, проведениями турниров и так далее. И поэтому вот программа «Шахматы в школах», она как раз и способствует воспитанию общества. Кирсан Николаевич, вы еще с нашим Республиканской Федерацией шахмат и ФИДЕ будет подписан меморандум. И хотелось бы услышать, вот, какие именно шаги предполагаются для развития шахмат и в республике, и в целом в Дальнем Востоке. Ну, вот сейчас вот мы подписываем меморандум соглашения между Всемирной шахматной федерацией и Шахматной федерацией Якутии, Министерством спорта Якутии по развитию и популяризации шахмат. И на основе таких соглашений, которые мы подписываем во многих странах, ФИДЕ помогает именно в правильном развитии шахмат. Все-таки у нас опыт уже наработанный и десятилетиями, и столетиями в различных странах. С этой стороны мы будем готовить и тренеров, которые бы учили детей. Это проведение семинаров, приглашение ваших специалистов на международные семинары, конференции и проведение турниров. Вот необходимо, согласно этого меморандума, конечно, раз в год хотя бы проводить крупные международные шахматные турниры. С одной стороны, это будет помогать повышать профессиональный уровень и местным шахматистам увеличивать свой рейтинг, получать соответствующие разряды, играя с международными мастерами и гроссмейстерами. Ну и с другой стороны, такие крупные международные шахматные турниры, события, они как раз позволяют популяризировать шахмат. Вот, например, когда мы в 2008 году в Кабардино-Балкарии провели чемпионат мира среди женщин с Арсеном Башировичем Каноковым, президентом Кабардино-Балкарии. Он сказал буквально на следующий день, это показывали по всем телеканалам, там все, он говорит, в течение нескольких дней со всех магазинов, с полок смели шахматы, а количество записавшихся в шахматные кружки увеличилось в 10 раз. И после чемпионата мира по шахматам он даже подписал специальное постановление, и шахматы вели они в школах,
как на факультативной основе, и во многих населенных пунктах и городах они открыли шахматные кружки и секции. То есть народ вот потянулся к шахматам, потому что очень это красивая вот игра. И поэтому, подписав этот меморандум между ФИДЕ и Шахматной федерацией Якутии, мы будем помогать вот в развитии, популяризации шахмат, помогать в поисках именно талантов, вот звездочек таких. И я надеюсь, вот такие вот массовые шахматы, когда шахматы будут представлены в каждой семье и в каждой школе, позволят не в далеком будущем воспитать будущего чемпиона. И я надеюсь, как президент ФИДЕ, вот в недалеком будущем вот, одеть корону чемпиона мира или чемпионки мира как раз шахматисты или шахматистки из Якутии. Замечательно. Если ваши слова сбудутся, то, конечно, мы будем горды, рады. Кирсан Николаевич, в 2024 году будет исполняться столетие со дня основания Всемирной шахматной федерации. Вы встречались с Томасом Бахом по включению шахмат в программу Олимпийских игр, летних, зимних. И как вы оцениваете перспективы включения, может быть, к столетию там образование ФИДЕ будут включать? Ну, я неоднократно руководителям Международного олимпийского комитета напоминал вот слова древних греков, которые говорили, что спорт — это сочетание силы и ума. И все время говорил, сила у вас есть, а ум вот может ФИДЕ, да, шахматная федерация, представить. Но если вспомнить эту историю, то ФИДЕ, Всемирная шахматная федерация, была создана 20 июля 1924 года в Париже во время летних Олимпийских игр. Именно во время Олимпийских игр. И тогда всего 12 стран подписали соглашение о создании ФИДЕ. Сейчас уже 187 стран мира входит в ФИДЕ, уже более полумиллиарда людей играет в шахматы. И поэтому вот настало время, когда шахматы должны быть включены в олимпийскую программу. И затем, если вспомнить вот Олимпийские игры в Древней Греции, что там не только соревновались в силе, но и в уме, там соревновались и чтецы, да, то есть люди соревновались не только вот в физических способностях, но и в интеллектуальных способностях. И когда вот я говорил Томасу Баху, вот в прошлом году, спасибо вот президенту Международного олимпийского комитета, который как раз провел такое рабочее совещание между руководством МОКа и ФИДЕ, и мы создали такую совместную как бы рабочую группу, которая сейчас работает над тем, как шахматы могут быть интегрированы в олимпийскую семью. Но мы предложили, что можем войти в зимние Олимпийские игры, потому что зимняя программа, она не так загружена, как летняя программа. Ну и шахматисты, они могут играть и на улице, и в помещении. И сейчас уже в десятках стран, уже в более чем в 100 странах, национальные олимпийские комитеты, они обратились и обращаются в Международный олимпийский комитет о включении шахмат в олимпийскую программу. Ну, например, нас поддержали практически все страны вот, африканского континента, Латинской Америки, Центральной Америки, Азии. Почему? Потому что вот на зимних Олимпийских играх представлено небольшое количество стран. Вот в Сочи, да, там чуть более 70 стран было представлено. Так вот, включение шахмат в зимнюю олимпийскую программу позволило бы многим странам из Африки, Азии и Латинской Америки принимать участие в этом празднике, в зимних Олимпийских играх. И мы надеемся, что шахматы вот в недалеком будущем, в ближайшие годы будут включены в олимпийскую программу. Здорово было бы, да? Ну, мы сегодня встречаемся в день, когда во всем мире отмечается День семьи, любви, верности. Я хотел бы вас попросить немножко рассказать о семье, о родных, о родителях. Ну, у нас семья большая. Вот я, наверное, своей шахматной активностью благодарен своему дедушке, который вот всю жизнь проработал почтальоном. Он прошел, кстати, всю Великую Отечественную войну от Москвы до Берлина. Я работал почтальоном до 93
лет. И когда я маленький был, он с работы приходил, у нас старые шахматы были, мне там было 4 или 5 лет, сажал меня, сначала в шашки научил играть, потом в шахматы, но через месяц мне стало неинтересно, и уже я его выигрывал, и он все время, в общем, психовал и нервничал за что вот ругался как бы с бабушкой. Бабушка говорит, что ты с ним ругаешься, он же маленький, там все. Ну вот дедушка научил вот меня в шахматы играть, бабушка, она с детства все время как бы вот молилась, приучила меня, наверное, ну, таким вот к буддизму, вот к нашим вот таким духовным вот ценностям. Тогда ну, коммунизм был, да, и на территории Калмыкии не было ни одного буддийского храма, и когда родители уходили на работу, они коммунисты были, она закрывала дверь вот на крючок, вот шторы так вот зашторивала, доставала из сундука Будду, вот подпоясывалась и меня на колени, давай там молись, да, вот. И я говорю, а что закрывать эти там двери, окна, зачем кого бояться? Она, ну, тогда же время было Конечно. коммунистическое. Идеология, коммунизм, да, социализм. она говорит, ты давай, говорит, это самое, молись, не спрашивай, вырастешь, построишь. Ну вот я вырос, наверное, вот наказ бабушки выполнил, и напротив дома построил самый большой буддийский храм в Европе. И таких храмов в Калмыкии мы построили десятки. Мама у меня ветеринарный врач, вот, она до сих пор работает, ей 83 года, более 60 лет, она здесь в Красноярске, в Ачинский ветеринарный техникум закончила и работает ветеринарным врачом, лечит собак и кошек. Папа тоже работает, 87 лет, ему он сейчас работает в Совете ветеранов, всю жизнь вот работает, книжки пишет, вот, ездит тоже по районам. Вот братья у меня с супругой, мы учились в одном классе, одноклассниками были. Сына своего тоже пытался научить в шахматы, но он не играл, как бы, ну не хотел играть и все. А когда в школу пошел, так как шахматы были обязательным предметом для всех, то уже через несколько месяцев уже сам расставлял шахматы и приглашал меня сыграть в шахматы. Потом вот эти вот традиции, наверное, вот семейные как-то начали распространять на нашу организацию большую ФИДЕ, потому что лозунг ФИДЕ в 24 году, когда создавали ее, «Gens una sumas» написали, «Мы одна семья». И действительно, вот шахматы, они вот объединяют людей, как вот и спорт, как вот и сейчас игры, дети Азии. Вот, и спорт, соревновательность, такая мирная соревновательность, она вот помогает чувствовать себя как в одной семье. Ну и нас не очень-то много, 7 миллиардов на этой планете. Мы действительно должны жить как семья, друг другу помогать, вот, чаще улыбаться друг другу, создавать эту позитивную, добрую ауру над нашей планетой. А когда позитивная, добрая аура будет, то и Всевышний, и все наши духи Земли, неба, космоса будут помогать нам, и мы будем жить в мире и согласии. Кирсан Николаевич, мы, калмыки, якуты, народ Саха, мы имеем общие корни тюрко-монгольские. Мы, как бы, имея вот такие корни, испокон веков, как бы, общались, сотрудничали. И, например, я был у вас в Калмыкии, в вашей шахматной деревне, да, и мы смотрели, как это сделано. И в настоящее время у нас в республике прижились очень хорошо калмыцкая порода коров в наших хозяйствах. Да? Как вы видите дальнейшее сотрудничество между Калмыкией и Республикой Саха? В каких направлениях мы можем иметь ну, точки соприкосновения и развития? Ну, у нас очень много общего у наших народов. Ну, во-первых, мы азиаты. Мы же калмыки тоже там как бы не случайно оказались, можно сказать, в Европе 400 лет назад. Мы кочевали вот, из Азии, отсюда, вот, из Китая, из внутренней Монголии оказались в Европе. И те вот традиции, духовные именно ценности Азии, Востока вот, объединяют нас. Потом в Калмыкии до принятия буддизма у нас был шаманизм, то есть мы также и верили, и верим вот в духов, мы также поклоняемся огню, земле, хозяину земли, космоса, мы молимся Тенгыр на небо. То есть вот эти вот как бы наши корни, наша вот основа, она
вот позволяет нам и в этом современном обществе быть ближе друг к другу. Здесь и культурные связи. Ну, экономически, конечно, по логистике мы слишком далеко вот друг от друга находимся, но мы, конечно, благодарны руководству Якутии, которые, можно сказать, приутили и взяли нашу калмыцкую породу крупного рогатого скота. Действительно, это уникальный очень скот, наравне вот с аргентинской породой крупного рогатого скота и калмыцкая порода, они уцелели еще с древних времен. И это аборигенный скот, который он и морозоустойчив с одной стороны, с другой стороны легко жару переносит, мясо очень хорошее. И надеемся, вот именно в области вот сельского хозяйства здесь будут укрепляться связи. И с другой стороны, как вот Якутия, это таблица Менделеева, да, вот здесь природные ресурсы, самая богатейшая территория по запасам природных ресурсов. Калмыкия, которая находится в низовьях Волги и Каспийского моря, тоже еще до конца не изучена, на 10% изучена территория, очень много углеводородного сырья, других минеральных ресурсов. Я думаю, здесь вот опыт специалистов Якутии поможет как раз специалистам, вот, нашим работникам Министерства природных ресурсов Калмыкии вот найти тоже вот эти вот богатые наши вот природные ресурсы, которые будут помогать развитию наших территорий. Кирсан Николаевич, мы живем в нашей родине, в России. И что вы думаете о современной идеологии, о будущей России? Ну, Россия, российский народ очень уникальный народ. Это вот, я бы сказал, где-то вот и отдельная цивилизация, да. На 1/6 части суши, сказать, от океана до океана, объединяя вот столько народов, народностей, более 100 народов проживает здесь. Практически все религии, представленные на территории России. Это и православие, буддизм, ислам, иудаизм, и шаманизм, вот все это как бы уживается в этой стране, в этой русской цивилизации. И когда ты имеешь такой потенциал, история, ничего плохого не хочу сказать по отношению к Соединенным Штатам Америки, но там действительно древняя цивилизация была индейцев, да, которые именно определяли и составляли космические гороскопы, которые, значит, ориентировались, у них уже был лунный календарь, да, была древнейшая цивилизация, они строили целые города. И вот там 200 лет назад пришли там активные там люди, где-то там бандиты, хулиганы, там, ну, где-то неудавшиеся, а где-то просто в поисках вот лучшей доли, лучшей жизни. И с европейского континента начали переезжать туда, да, вот отрезать их головы, скальпели там, вот, и взяли, загнали в резервации. И создали вот так называемую американскую демократию, американское общество. Но все-таки этому американскому обществу, так называемым Соединенным Штатам Америки, их история чуть более 200 лет, то есть такой глубокой истории нету. И этот народ, эта страна сейчас пытается учить другие страны, другие народы и свою американскую так называемую цивилизацию, свою американскую демократию они почему-то приносят другим странам и народам на крыльях натовских бомбардировщиков, уничтожая целые народы и государства. Я считаю, что это как бы, ну, неправильно, не по-человечески. А российская цивилизация, российский народ, народы, проживающие на территории России, они несли только мир и освобождение для других народов. То есть народы России никогда не были захватчиками, то есть они не навязывали свою идеологию, свои нормы и правила жизни другим странам и народам. Поэтому такая страна, такой народ, имея такой вот мощный исторический, духовный именно фундамент, он имеет очень-очень большие, хорошие такие перспективы. Да, бывают трудности, да, когда вот другие страны с другими идеологиями, но с большой суммой денег могут как бы влиять, но
народ России, вот мы все вместе, да, здесь и калмыки, якуты, и русские, там белорусы, это все, кто проживает на территории как бы России, мы имеем мощный потенциал. Самое главное, ну, объединяться и работать вот во имя будущего. И Россия, как говорила Баба Ванга, и она говорит, видит большой цветущий сад. Она говорила образами, поэтому Россия ждет и есть великое настоящее и будущее. Ну, дай Бог, чтобы мы жили в мире, согласии, чтобы наша великая Россия процветала. Кирсан Николаевич, вам большое спасибо, что вы пришли в нашу студию, и нам удалось с вами записать нашу передачу. И мы хотели бы вам пожелать здоровья, успехов и, конечно, чтобы к столетию Всемирной шахматной олимпиады включили олимпийскую программу шахматы, и чтобы главное, как вы сказали, что было именно развитие интеллекта детей, чтобы у нас были интеллектуально развитые дети, которые учатся с малых лет играть в шахматы. Спасибо. Спасибо вам.